15 мая 2017 года у монумента Дружбы народов в Ижевске состоялся митинг обманутых дольщиков. После проведения митинга на некоторых замороженных объектах дело сдвинулось с мертвой точки, рассказывает организатор митинга Андрей Мерзляков. 15 мая 2017 года в городе Ижевске прошел митинг обманутых дольщиков. На митинг вышли дольщики более 5 объектов проблемных. После митинга наша власть начала действовать, и не только власть, но и недобросовестные застройщики, в том числе по жилому комплексу «Радужный» на улице Нижней. У застройщика нашлись деньги, хотя он сейчас находится в процедуре банкротства. Начал на объект делать денежные вливания, стройка там началась. Действительно, вышли на объект рабочие, начали класть кирпич на одном из домов. На другом доме начались работы по установке отопления, по установке окон, витражей. Это отлично. По жилому комплексу «Родниковый край» в Хохряках Госсоветом Удмуртской Республики были приняты поправки к закону об инвестициях на территории Удмуртской Республики. И на сегодняшний день заканчивается вот та юридическая часть, которую надо было подготовить. Сейчас ждем подзаконный акт со стороны правительства Удмуртской Республики. Дольщики сейчас ждут этот подзаконный акт. И сразу после того, как он будет принят, застройщик готов, новый инвестор на этот объект готов выйти на работу для того, чтобы достроить этот жилой комплекс. По дому на переулке Широком 123 дольщики решили создать там ТСЖ, так как объем работ там остался не очень большой. И Тюрин, глава города Ижевска, подтвердил им, что готов помочь и договориться помочь в ценообразовании в переговорах с водоканалом о подключении канализации и воды к дому, а также обещал помощь по благоустройству территории придомовой. И для того, чтобы сейчас закончить все работы, дольщики решили создать ТСЖ. По жилому комплексу «Акварель» в поселке Шунды застройщик тоже находится сейчас в процедуре банкротства. А на неделе первые дольщики этого недостроя начали подписывать новые договора ДДУ с новым застройщиком. Я писал обращение на имя председателя Госсовета Удмуртской Республики Невоструева об внесении изменений в статью 1 42-го республиканского закона, это закон о помощи обманутым дольщикам, чтобы этот закон продлили его действие, расширили на тех людей, которые заключили договора долевого участия до 1 января 2017 года. Сегодня этот закон у нас действует на дольщиков, которые заключили договора долевого участия до 1 января 2014 года. К сожалению, моя инициатива не прошла, и Ижевский центр защиты прав граждан помог в сборе подписей на митинге под этим же обращением снова на имя уже Миронова, чтобы Сергей Михайлович каким-то образом помог повлиять на принятие этой законотворческой инициативы. Специалисты Ижевского центра защиты прав граждан не оставят данную ситуацию без внимания и продолжат работу над проблемами обманутых дольщиков в городе Ижевске.